5 января в Кабардино-Балкарскую республику с однодневным визитом прибыли общественные деятели Абхазии Леонид Лакербай и Ляля Чамагуа. Главная цель поездки в город Нальчик – посочувствовать семье общественного и политического деятеля, первого президента Конфедерации народов Кавказа, героя Абхазии Мусы Шанибова, который ушел из жизни 28 апреля 2020 года вследствие пандемии коронавируса. Как известно, из-за ограничительных мер не было возможности провести патриота Абхазии в последний путь. Уже ничего не сделаешь. Что поделаешь? Садитесь. Надо держаться. Надо держаться. Ремонт нам нужны. От имени президента Республики Абхазия Аслана Бжания Леонид Лакербай передал семье 200 тысяч рублей. Ранее по инициативе Лакербая в Абхазии был объявлен сбор средств на благоустройство могилы Мусы Шанибова и установки там памятника. Собранная сумма в размере 600 тысяч рублей была переведена на счет семьи. По словам Леонида Лакербая, власти Абхазии готовы были на себя взять эти расходы, но, учитывая всенародную любовь к Мусе Шанибову, гораздо правильнее, если эти средства будут от простых граждан. Что бы мы ни делали, не пытались сделать, это вот столько того, чего этот человек достоин вообще сам по себе. И обидно, конечно, что так получилось, что умер он вот в то время, когда и нельзя было нормально приехать сюда. Я думаю, когда вот будет все сделано, и наши руководители приедут в обязательном порядке. Это вот от президента, лично его. Значит, мы смогли собрать вот эти деньги, которые нужно было. Да, перечислили деньги на памятник. Самую большую сумму собрали преподаватели университета, где преподавал определенное время Муса Магомедович. Вот 150 тысяч из этих денег – это их деньги, которые они собрали. Да, это очень ценно. Отдельно люди, организации делали. Мы-то в Абхазии их всех назовем, чтобы наши люди знали. Но это действительно народные деньги. И этот человек имел такую любовь и уважение вот жителей Абхазии. Если мы что-то смогли вот в этом плане сделать, это, я говорю, 1% того, что он заслуживал. Когда люди, там же разные суммы собирали тоже, и кто-то 100 рублей платил, даже были те, кто 50 вот по телефону, вот, кто что мог, но это было все искренне. У людей разные возможности, но самое главное, что люди прекрасно помнят, что происходило во время войны у нас. И люди помнят и знают, что его здесь задерживали, и за что задерживали, тоже знаем, и что стоил его голос. Семья Мусы Шанибова поблагодарила гостей за приезд и за оказанную помощь. По словам родственников, Муса Шанибов очень любил Абхазию и абхазский народ. Для нас сегодня не столько важно количество денег, сколько важно то, что вы сочли возможным к нам приехать, выразить свое отношение к этому нашему брату. Огромное вам за это спасибо. Я, конечно, не могу говорить от лица республики, но от лица рода Шанибовых убедительная просьба поблагодарить и президента, и всех, кто принимал участие в соболезновании, выразить свое отношение и поблагодарить еще раз от всего сердца, что мы очень благодарны вашему народу. Спасибо. Легендарный Муса Шанибов, сын адыгского народа, великий гражданин Кавказа, внесший большой вклад в организацию эффективного сопротивления агрессии Грузии против Абхазии. Президент Конфедерации народов Кавказа, блестящий оратор, известный ученый, социолог и философ, интеллектуал, идеолог, великий друг Абхазии, незабвенный и уникальный Муса Шанибов. Время рождает героев, а герои создают эпоху. Таким был Муса Шанибов. Его мысли, размышления, советы новому поколению на вес золота.
Так о нем отзываются те, кто знал его. Уход таких людей – это уход целой эпохи, бурной, полной трагедии и романтики, эпохи реализации, казалось бы, нереализуемых проектов. Не оставил ни одного села, где он не был бы, и где не поднимал дух людей. Что это стоит, это просто, этому цены нет. Этому цены нет. И штаб конфедерации, вот где Ляля работала, это его идея была в Гудаутах этот штаб организовать. Не было бы, организационно было бы очень тяжело. Ребята шли. И вообще то, что случилось, то, что мы узнали, что у нас есть братья на Северном Кавказе, ну, в советское время же немножко по-другому было. Нам объясняли, что наши братья только грузины и других нету. Вот. И если бы не было той работы, которую до войны проводили во главе с ним та же конфедерация, и вряд ли кто приехал бы к нам. Передайте большую благодарность от нас. Хоть маленькая толика сейчас что-то значит, потому что он уже был на пенсии, не работал. И сами знаете, жить на пенсию. А мы все, что имели, мы вложили в Абхазию. И здоровье, и сына, и ну, все. А сейчас спасибо, что вы выбрались, что вы не забыли, что там помнят нас. На площади Абхазии в центре Нальчика состоялась встреча добровольцев с делегацией из Абхазии. Гости и члены Союза абхазских добровольцев Кабардино-Балкарии возложили цветы к памятнику добровольцам. Леонид Лакербай рассказал местным журналистам о цели приезда, а также сообщил, что будет создан благотворительный фонд в помощь добровольцам. Поколение родилось, которое не прошло через то, через что пришлось пройти нам. И тем более важно, чтобы имя Шанибова оставалось в веках. Дело в том, что Юрий Магомедович прибыл туда в первые же дни войны. И он организовал штаб конфедерации. Это был орган центральный, который координировал приезд добровольцев в Абхазию, их распределение, их быт, в конце концов. То есть это человек, который был блестящим оратором, помимо всего прочего, и который, я думаю, в Абхазии не осталось ни одного села, где бы он не был и где не выступал. И этот человек обладал редкой способностью поднимать дух. Потому что в войне разные периоды были и победы, были, к сожалению, неудачи, после которых морально было очень тяжело. Но у него была та способность и талант, он поднимал дух народа. И так, как он его поднимал, вот я думаю, никто у нас этого не делал. Вот его главная заслуга. И он не зря носит имя Героя Абхазии, потому что это действительно всенародно любимый человек в Абхазии. И мы сейчас регистрируем благотворительный фонд, который называется «Помним». Это фонд, связанный именно с добровольцами. Мы хотим не только собирать денежные средства, да, хотя это тоже вот в помощь, но и юридически помогать, консультационно помогать. Мы хотим, чтобы саккумулировать все те материалы о добровольцах, которые были у нас, видео, там, фотоматериалы, газетная продукция и так далее. И хотим сделать так, чтобы о их подвиге знали и там, откуда они, значит, приезжали. Вот для нас это очень важно, потому что, как пример, я могу отметить 2012 год, когда здесь, в Нальчике, тогда с помощью президента Арсена Канокова было отмечено 70-летие султана Сосналиева. Это было такое важное мероприятие. И мы хотим, чтобы имена добровольцев были известны там, откуда они приехали тоже. Вот одна из целей. Это уже на уровне, конечно, верха, на уровне власти, но работу надо проводить обязательно, потому что действительно я, когда вот мы готовили этот фонд, вспомнил, многие ребята приезжали просто в чем они были. То есть парень косил там, значит, траву,
подъехал автобус, сел, как он был, приехал туда. Это очень трудно себе представить, но это был такой посыл и позыв у людей. Дай Бог, чтобы не было больше таких причин, да, вот, потому что все это печально, потому что гибли люди. Но вот эту память и эту дружбу, предвоенную, особенно военную, надо двигать дальше. И вот я считаю, что этот фонд наш, одну из целей, одну из задач основных, это вот это, чтобы память о добровольцах, воевавших в Абхазии, не угасла в поколениях наших. Стоит отметить, что ежегодно Республика Абхазия посылает мандарины в братские республики Северного Кавказа. И этот год не стал исключением. 3 тонны мандаринов были отправлены в Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Республику Адыгея, Северную Осетию и Южную Осетию. Цитрусовые будут распределены между семьями погибших добровольцев Абхазии. В тот же день делегация из Абхазии побывала на мусульманском кладбище, где похоронен Муса Шанибов. Леонид Лакербай и Ляля Чамуагуа возложили цветы к его могиле. По словам членов семьи Шанибова, благоустройство места захоронения и установка памятника будут завершены в течение 2 месяцев. На этом же кладбище предан земле еще один патриот Абхазии, народный поэт Кабардино-Балкарии, заслуженный деятель культуры Абхазии Заур Налоев. Цветы были возложены и к его могиле. Как отметил Леонид Лакербай, мы не могли побывать в Кабарде и не посетить могилу нашего прославленного генерала Султана Сосналиева. Представители добровольцев и супруга героя Абхазии Любовь Сосналиева сопровождали гостей из Абхазии. Затем состоялась встреча в офисе Союза абхазских добровольцев Кабардино-Балкарской республики. По официальным данным, в Абхазии воевало около 1600 добровольцев из Кабарды. 64 из них погибли. Председатель Союза добровольцев Сергей Яхагоев рассказал о проделанной работе и о насущных проблемах. За 2 года, с 10 по 12 год, смогли сделать орден генерала Султана Сосналиева, медаль «Честь высшей жизни» Союза добровольцев. Знамя даже у нас не было, вот знамя у нас свое есть. Фильм сняли, книгу выпустили. Это все за 2 года мы могли сделать. И это 10 по 12 год. До 14 года мы, считай, как работали. Но и Абхазия помогала, никаких проблем не было. Куначество проводил со школой нашей, Адьюкской школой и вашей Гагаринской первой школой. Я привозил оттуда детей сюда. И они здесь в домах жили неделю. Девочка у девочки, мальчик у мальчика. И они как подружились, когда я их провожал назад домой. Я подъехал, они там все плачут. Я думал, что-то случилось. Я говорю, что случилось? Да они, говорят, прощаются, не хотят уезжать, слушай. У меня аж волосы встают. Я говорю, до того, это неделя, которую она жила у девочки, она видела, как они обращаются к матери, к старшим, дедушкам, бабушкам, кто у них есть, младшим. Вот это все обычаи. У вас одни обычаи, у нас другие. Вот эти обычаи, они все за неделю, их невозможно было, домой они хотели ехать. Это просто тяжело, это проводить тяжело, потому что этих детей я привозил с Абхазии, рисковал, и у меня сопровождения не было, ничего не было. Я с ними в микроавтобус сел, не дай бог что-нибудь случится. Я, будучи в машине, лучше с ними сидеть. И сел в машине, с ними сидел. Потому что 1000 километров их надо привезти, и 1000 километров надо обратно привезти. Абхаз, адыг сейчас платить только молодежь. Другой не получится. Если старики могли бы, они до сих пор это сделали. Не смогли, иначе молодежь должна. Молодежь ничего не знает. Про добровольцев надо там учить их. Многие я у вас видел, которые даже Султана не знают. Нас не знают, это ничего страшного. Вот таких людей надо знать. Кто нам помог? Я как есть, так и скажу. Я никогда не вру. Я не за того президента, это я мой друг, я за него. Такого у нас нет. Как есть, так и говорю. Работа была с 10 года по 14 год. Работа была, все кипело. Не успевали даже. За что мы за 2 года сделали, Союз абхазских добровольцев за 17 лет не смог сделать. Когда мы работали с 10 года по 14 год, у меня была зарплата
Союза абхазских добровольцев, мне зарплату давали. Каждый год 200 тысяч на офисные принадлежности присылали они, руководство Абхазии. Фильм, говорю, мы хотели провести кикбоксинг здесь в честь добровольца погибшего. Никаких разговоров. Я прислал письмо, деньги выделили 200 тысяч. Мы хотели открыть музей, мы такой музей открыли, все с ума сошли. Кто нам помог? Абхазия помог. 300 с чем-то тысяч они прислали нам. И вот это все мы закупили, и телевизоры, и вот эти все, что нужно, все там лежит в архиве. У них все лежит, мы все сдали государству. Вот, мы можем его забрать, привезти в Абхазию, музей этот выставить так. А так, мужик, и мы как бы... Одним из самых печальных факторов является то, что сегодня среди добровольцев произошел раскол. И теперь в Кабарде 2 добровольческие организации. Как разрешить эту неоднозначную ситуацию, сам председатель затрудняется ответить. Мы как работали, так и работаем. Союз здесь есть, существует, работаем. Ребята все, вот кто в Союзе, они здесь. А кто нет, то они уже ветеранскую организацию открыли и работают в ветеранской организации. А как она называется? Ветераны Абхазской войны. Я, как председатель, не устраиваю, надо ребятам собраться. И не надо было открывать вторую организацию, надо было собраться. Если где-то я что-то неправильно делаю, меня убрать, посадить другого. Нет, они открыли другую организацию, вот они пускай там и работают тогда. Леонид Лакербаев, в свою очередь, отметил, что для Абхазии все добровольцы равны, и решить эту проблему они должны самостоятельно. Ну, решать они должны, конечно, этот вопрос сами. Если они смогут его решить, мы что, будем против, что ли? Но я думаю, надо учитывать реалии, те сегодняшние, которые есть. И я, конечно, прекрасно понимал, что 2 организации здесь. Перед тем, как выехать сюда, говорил с руководителем обоих организаций, и с Сергеем Яхагоевым, и с Тимуром Шардановым. Мы договорились, что встретимся на площади Абхазии, на возложении в 11 часов. И, в общем-то, ответ был положительный. От одного и у другого, к сожалению, получилось так, что 2-я организация не появилась там. Мы просто хотели им сказать, что, ребята, ваше разделение – это ваш внутренний вопрос. Для нас вы одно. Для нас вы добровольцы, люди, которые помогли нам и очень серьезно помогли в этой победе нашей. И поэтому мы готовы выстраивать с вами отношения. Именно как с добровольцами. И, конечно, вот то, что говорил и говорит Яха, если бы они смогли собраться все вместе, организовать одну организацию, ну, наверное, было бы легче работать. С другой стороны, будем работать и с 2 организациями тоже. Я думаю, и наша власть должна работать в этом плане, потому что, еще раз повторюсь, независимо от того, сколько их организаций и так далее, это наши братья, это добровольцы, и мы относимся именно как с точки зрения добровольцев с ними. К сожалению, такая встреча сегодня не получилась. Но я полагаю, что там тоже смотрят наше телевидение и услышат, что мы хотели до них довести. В завершении встречи делегация из Абхазии передала денежные суммы семьям 4 добровольцев, которые скончались в 2020 году. Леонид Лакербая и Ляля Чамагуа заверили добровольцев, что и впредь будут оказывать посильную помощь через благотворительный фонд, который будет создан в ближайшее время. Эсма Джикерба, Роберт Ломми, Абхазское телевидение, Нальчик.